Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, к чему готовит вас судьба, чем вас одарит и как вас ударит. Если вам интересно, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, к чему готовит меня судьба, чем одарит, как ударит. Я думаю, что вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, замечательно, замечательно. Вышел знак кошачий глаз. Вот он, вот он, пожалуйста, видите. Это очень сильный знак, знак того, что высшие силы за вами наблюдают. Наблюдают пристально, с целью вам помочь, поддержать, не дать вас в обиду. Вы находитесь под защитой. Хотите верьте, хотите нет, но это так и есть. Подумайте о своем прошлом. Были ведь ужасные случаи, где вы могли, я не знаю, кто-то даже мог погибнуть. Вас спасли, вам помогли. Поверьте, берегут и берегут, как зеницу ока, мои хорошие. По поводу, вот сразу хочу сказать, по поводу ударит ли вас судьба. Вам от судьбы ударов не стоит ждать. Судьба не будет вас бить, а вот люди могут. Понимаете как? Выходит, что вы либо не с теми людьми общаетесь, либо вы в принципе такой человек очень добрый и доверчивый, что вот плохие люди, они периодически такие вас бьют. И удары были, и сейчас кто-то переживает удар от какого-то человека, знаете, как предательство какое-то, обман, вот сплошная ложь. Вот человек врал вот от первого до последнего слова. И прям такая горечь, разочарование от кого-то идет. И в будущем, понимаете, вот у вас, смотрите, вот прошлое, настоящее и будущее. Тоже видите, как люди, вот они люди, вот могут пытаться. Но вас вот высшие силы предупреждают, в ваших руках запретить людям вас бить. Смотрите, тот, кто в прошлом с вами плохо поступил, уже начинает платить, уже начинает возмещать тот ущерб, который вам причинил. Может быть, вы знаете, а может быть, совсем скоро вы узнаете. Да? Там человеку очень нелегко. Что касается сегодняшнего дня, здесь тоже будет возмездие за вас, но оно будет какое-то через время, понимаете, и ударят в самую болезненную точку. То есть, если человек вас в любви подвел, обманул, но при этом он очень такой жадный, там, любит деньги, значит, отберут у него все деньги. Либо там человек трясется за свое здоровье, заберут здоровье. Человек на деньги вас обманул, но лишится свободы, да, того, чего он любит. То есть обманул деньги, хотел жить хорошо, а его лишат свободы. Куда ты? В тюремной камере навряд ли есть возможность жить хорошо, да, и тратить деньги на свои удовольствия. Что касается будущего, будущее пока не настало, но появится еще один такой человечек, хитро сделанный, который попытается, скажем так, вас либо обмануть, либо как-то даже использовать, возможно, в своих интересах. Кстати, вот на будущее четко показали, что человек будет прикидываться и разводить вас на жалость. Через жалость будет действовать. Я так понимаю, что на любовь уже вас не обманешь. Вы в этом деле опытная. На деньги вас сложно обмануть. Тоже, знаете, как опыт у вас был. А вот жалость – это ваше слабое место. Вас легко можно разжалобить. Поэтому здесь предупредили, работайте над этим. Я и высшие силы не призываем вас становиться сухарем, да, либо бесчувственным человеком. Но вы тут должны доверяться своей интуиции. У вас хорошая интуиция. Не зря же
на вас глаз-то смотрит. И, кстати, кошачий глаз, он также говорит о серьезной интуиции и невероятных внутренних резервах, способностях, сильной поддержке рода. У вас есть это, у вас заложено. То есть эзотерика как будто бы у вас по роду передается, да, как будто бы она у вас в генотипе заложена, в крови у вас находится. Кто-то это знает, кто-то этим пользуется, а кто-то, в принципе, смущается и не доверяет сам себе. Но это у вас есть. Поэтому, мои хорошие, всегда доверяйте своей интуиции и не позволяйте вот таким людям наносить вам удары. Еще раз говорю, от судьбы, от высших сил вам ударов не стоит ждать, их не будет. Наоборот, тут попытка все сгладить, попытка выровнять вашу дорожку жизни. А вот люди, да, от людей можно ждать. Люди могут этим грешить, к сожалению, вот так устроены люди. Да, они потом могут раскаиваться, сожалеть, но что сделано, то сделано. Так, мои хорошие, по поводу ударов я вам рассказала. Давайте теперь по поводу того, чем вас одарят. Во-первых, одарят вас, да, каким-то хорошим союзом. Здесь вот два очень похожих друг на друга человека, либо внешне похожи, либо ментально очень похожи, по характеру может быть похожи, стремления у вас похожи. Вот объединяются в союз. Союз, здесь неравные люди, честно, здесь неравные даже вот по фигуркам. Вы видите, ваша фигурка гораздо больше, чем фигурка вашего будущего партнера. Пусть вас это не пугает, это нормально, потому что вы человек более ресурсный. Да, то есть у вас гораздо больше возможностей, гораздо больше силы и энергии для того, чтобы вкладываться в то дело, либо в тот союз, который у вас в будущем будет. У кого-то это про бизнес, про работу, а у кого-то это про любовь, дружбу. Действительно, вот как брачный союз тоже может быть. Вот, хорошее время. Вот вы как вместе что-то создаете, крышу делаете. Для кого-то это будет крыша, это семья, либо вы уже в семье, да, может быть, дом свой построить, квартиру купите. Либо для кого-то идет как создание бизнеса, либо какого-то проекта совместного. Очень удачно. Удачно, и вы так удачненько встретитесь, да, сойдетесь, либо договоритесь на то, чтобы вместе работать, сотрудничать. 3 каких-то ваших желания, очень заветных, обязательно исполнятся. Причем, знаете как? Они как-то исполнятся чуть ли не единовременно. Вот в каком-то коротком промежутке времени друг от друга. И вот еще какой-то человек вам будет помогать в исполнении, либо поддерживать вас на пути к исполнению ваших желаний. Человек с тяжелым характером, сразу хочу сказать, вот как-то правду рубит прямо в глаза, да, даже там ни о чем не думает, не стесняется, но всегда говорит правду. Вы на этого человека не обижайтесь, наоборот, опирайтесь, потому что как вот этот человек вам правду говорит, так вам никто больше не скажет. Это может быть как и женщина, так и мужчина. Мне здесь четко не показали, поэтому человек вот единственное, что по характеру грубоват, и всегда вот прям рубит. У него слова вот мечом идут, да, вот мечом рубит. Раз, так. Очень четко говорит, и всегда по делу. И всегда это правда, всегда это истина. Опирайтесь на этого человека. Так, здесь у меня куриная лапка вышла, правда, в правой стороне. Куриная лапка. Но вы знаете, удача придет. Удача вот именно с тем, что связано с материальным, с деньгами, ресурсы. Вот куда ни посмотрите, куда руку свою не протянете, везде вам будет дано. Но есть определенные условия. Вы не должны бояться, и вы не должны стесняться либо смущаться. Да, а что про меня подумают? А что про меня скажут? А вдруг меня кто-то посчитает наглой? Нет, так не надо. Вот выбросьте из головы вот эти мысли. Смущение в данном случае совершенно неуместно. Вам будут давать, а вы застесняетесь, скажете, да, мне не надо. На самом деле вам очень надо. Мои хорошие, если дают, значит знают, что делают. Берите и не смущайтесь. Смотрите, здесь у вас очень такая хорошенькая овечка вышла. Овечки обычно, они к хорошим подружкам, к помощницам, к подружкам. Вот девушка, женщина, да, вот как овечка, такая добрая, милая.
И, кстати, очень хозяйственная. Идет в вашу жизнь, идет, может быть, это новое знакомство, новая дружба, а может быть даже возвращение вот близкого человека, там, близкой подруги, которая была вынуждена уехать, либо, может быть, с близкой своей родственницей, женщиной будете рядом жить, и она будет вам помогать вот именно в делах, по хозяйству, по дому. Очень, кстати, вам нужна будет ее помощь. Дальше, мои хорошие. Вот смотрите, здесь какая-то несправедливость была ужасная по отношению к вам. Вот прям несправедливо и все. Это могли быть какие-то суды, какие-то штрафы, какие-то даже обвинения. Вот могли вас обвинять на работе, может быть, по каким-то вопросам, делам, может быть, даже в семье как будто бы вас обвиняли. Вот идет правда, причем правда идет каким-то взрывом, который вот всех ослепит и оглушит. То есть люди, ну вот кто вас обвинял, да, либо кто повелся на это обвинение, они будут настолько шокированы, вот настолько это правда вот действительно будет шокировать, что какое-то время даже нужно будет, чтобы привыкли. Вы очень много выслушаете слов восхищения, и очень много извинений вы будете принимать. Когда да, люди через какое-то время, да, обдумав ту информацию, которую получили, пришли в себя, будут идти к вам, и каждый будет себя чувствовать крайне виноват перед вами. Если дело касалось каких-то судов, то здесь, скорее всего, будет, ну как, оправдательные, да, заключения, плюс еще какие-то компенсации вы можете получать. Если мы говорим там о семье, о родственниках, ну, будут стараться вам помогать. Каждый будет стараться загладить свою вину. Если мы говорим про отношения, ну, мало ли, там, мужчина в чем-то обвинил, там, приревновал, я не знаю, там, послушал чьи-то оговоры, то мужчина прям, ну, вот выложится на все 100, чтобы загладить свою вину, прям скажет: хочешь, там, бей, кали, но только прости. Ну, бес попутал, ну что я могу, да, оказался слаб, да, разум меня подвел. Вот, так что вы еще тут, видите, в каком положении высоком побываете. Вот прям к вам идут на поклон люди. Так, и еще вот смотрите по поводу девушек, у кого проблемы были, мужчина уходил, например, да, какие-то соперницы появлялись. Вот этому изменщику, мужчине, ну тут так прилетит, вот как раз может быть. Ну, если там женщина, например, там воспользовалась тем, что там забеременела, да, там окажется, что она забеременела не от него. Если он ушел там какой-то женщиной, там соблазнился на сиськи-письки, ну, узнаете, что он болеет какой-то тяжелой венерической болезнью, да, там сложно излечимой и прочее, прочее. А он еще у вас паникер, ну, там, понимаете, как... Крепко очень достанется этому человеку. Дойдет до того, что будет ползти, просто ползти на четвереньках на ваш порог и просить вашей помощи. Ну, вот так, знаете, был такой бравый герой, любовник, да, и направо, и налево, а потом оказалось, что никому ты не нужен, никому. Вот прям, знаете, как от ветоши избавились. Ну, конечно же, поползет к вам. Будете решать его судьбу. Тут высшие силы говорят: поступай как хочешь. Вот все даем в твои руки. Вот как решишь, так и будет. Решишь наказать, с тебя никто не спросит. Ты имеешь полное право на вот это возмездие. Справедливое возмездие. Так что, мои хорошие, назад вы его, скорее всего, не примете. Ну, такое жалкое зрелище. Ну, заслужил, понимаете, да? Вот. Но то, что вот он прям в лице поменяется, понимаете, в лице, фигура, осанка, все поменяется. Уходила, я же говорю, такой прям весь из себя развалина какая-то приползет. Вот. Ну, в назидание, да, высшие силы распорядились так. Судьба решила дать вам карт-бланш, чтобы с этим человеком рассчитаться. Чтобы вы видели, да, что справедливое наказание, оно существует, и никто его не отменял. Так. У вас кто-то путается под ногами. Кто-то путается под ногами. Какая-то личность, вот Божий одуванчик, вот не подумаешь на эту личность. А там, понимаете, там какой-то преступный гений, по-другому не скажешь. Это похоже на работу.
работа, человек либо крадет, либо какие-то пакости делает, либо порчи какие-то, вот имущество, например, делает, скандалы сводит. Вам суждено вот эту личность обезвредить. Поймаете вы этого человека с поличным, да, на горячем прям поймаете. Ну и что будет? Этому человеку, конечно же, пинком под зад с позором, а вам даже вот какие-то героические выплаты пойдут, да, за то, что вы вот спасли компанию, производство, обнаружили, скажем так, диверсанта, да, ну потому что действительно человек не в себе, вот как пакости делает. Вот. И после этого случая, кстати, может быть очень громкое повышение. Вы обязательно соглашайтесь. Вот у вас это повышение, оно как трамплин идет. Возможно, вы повыситесь, поработаете несколько месяцев и сможете перейти в совершенно другую компанию на еще более высокую должность. И вот таким образом у вас интересным карьера пойдет. Прям пойдет и все. Тут уже вас не остановить. Так, а вот по поводу работы еще хочу сказать. Сейчас у меня кто-то совершенно без работы, и средств к существованию практически нет. Здесь либо вы, либо ваш партнер какой-то резкий старт начнет. Вот такое впечатление, что никто не верит, в вас никто не верит, либо вы даже не верите в своего партнера. А вот возьмет и сделает. Возьмет и сделает, и причем, я так понимаю, что вы будете туда подключаться. А если это будете делать вы, то вы кого-то можете подключить из своих близких, ну как помощник там, да, подручный человек, который будет вам помогать. Да, впереди идет рост и впереди идет развитие. Вообще вам тут четко указали на то, что начинается новый этап в жизни, новый, совершенно новый. Вот так вы еще не жили. При таких возможностях, при таких перспективах. Смотрите, что получается. Вокруг вас, ну вот место, где вы живете, там страна, город, да, какие-то будут происходить события. Очень много людей как будто бы будут лишаться привычной жизни. Да? Кто-то разорится, кто-то наоборот разбогатеет, кто-то потеряет работу, у кого-то она появится. То есть как люди меняются местами. И вот если вы жили более недовольны своей жизнью, то у вас прям открывается такой вот коридор перспектив. Да? То есть без особых усилий вам будет даваться. Но тут главное, опять же, не стесняться и пробовать себя в разных ролях, пробовать себя в разных делах, в работе в разной пробовать. Вы себя найдете, обязательно найдете. И вот этот период, он небольшой, тут несколько месяцев идет. За этот период можно полностью перекроить свою жизнь. Если раньше там высшие силы как-то диктовали вам, да, какие-то там дорожки вам чертили, то здесь вот прям как говорят, делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Так завели вас на полянку с грибочками. Вот сколько соберешь, все твое. Вот. Главное, собирайте. Главное, вот под себя, девочки, под себя. У вас вот прям вот эти несколько месяцев, ну, у кого-то 2, у кого-то 3, вы должны полностью быть сосредоточены на себе, на своей жизни и на своих перспективах, на то, что хорошо для вас. Не думайте там о детях, о родственниках, там, о мужчине. Думайте лишь только о себе. Ну, по крайней мере, постарайтесь. Возьмите от жизни лучшее. Вы потом долго можете вот почивать на лаврах, набрав себе очень много всего полезного. И ну, вы действительно достойны, вы этого заслужили. Мои хорошие, вас любят и ценят. Да, не всегда вы ощущаете эту любовь. И да, очень сложно понять замысел высших сил, как там все устроено, там, как судьба, куда повернет. Мы же не знаем, да, мы не знаем нашего будущего. От этого у нас переживания. Страх всегда, да, совершить ошибку. Но поверьте, надо жить. Надо не бояться, а надо жить. Очень долго боялись, очень долго какие-то правила соблюдали, какие-то распорядки, да, навязанные причем вам. Сейчас вам откроется то, что нужно жить для себя и в свое удовольствие. Не игнорируйте эту возможность. Берите самое лучшее именно конкретно для себя. Высшие силы наблюдают, высшие силы не будут вас как-то принуждать, да, либо притеснять. Наоборот, карт-бланш идет. Берите от жизни самое лучшее. Вас в любом случае высшие силы подстрахуют, от беды закроют и обидеть вас не позволят.
Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.